Вы смотрите «Своих не бросаем». О подвигах современных героев, о тех, кто приближает победу в тылу. С вами ветеран боевых действий, участник СВО Артур Галеев. И военкор-волонтер Юлия Краснова. И сегодня у нас в гостях Руслан Ахмедьянов, старший стрелок-пулеметчик 1-го батальона Салавата Юлаева 116-й бригады Росгвардии. Здравствуйте. Здравствуйте. Руслан, вы сейчас в отпуске. Спасибо большое, что нашли время и пришли к нам в студию. Это вам спасибо, что пригласили на такую площадку. Мы все являемся зрителями вашей передачи. Руслан, вы отправились в зону СВО в сентябре 23 года. Скажите, что подтолкнуло к этому решению? Ну, вопрос такой он комплексный в плане том, что это же не было спонтанно. Когда я к этому подошел, уже спокойно, объявили о создании 2-го батальона имени Салавата Юлаева. Ну, и это уже как бы послужило поводом прийти, показать себя. Руслан, вы выполняете самые разные боевые задачи от первой линии и штурмовых действий. Ну и до проверки паспортного режима. Вы также ищете диверсантов-разведчиков и сохраняете жизни и спасаете мирных жителей. И ведь каждая из этих задач связана с риском для вашей собственной жизни. Риск, разумеется, присутствует. Задачи Росгвардии, они такие вот диверсифицированы. То есть проверка паспортного режима, как вы сказали, профилактика, защита местного населения. То есть там спектр-то большой, на самом деле. Понятное дело, что все знали, куда ехали и готовились. До этого было 2,5 месяца слаживания. Да, это было там непростое время. С 5 утра до 7 вечера нас гоняли. Но там постулаты из разряда «пот экономит кровь» никто не отменял. Тяжело в учении, легко в бою. Так точно. Но зато, грубо говоря, если взять человека, который пришел с гражданской службы, ну, допустим, меня, я не служил срочную службу. Но за 2,5 месяца там инструктора были хорошие, мы стреляли и водили все на свете. Спасибо им за это огромное. Давайте посмотрим ваши фронтовые будни. Давайте. Всем здравствуйте. Ну что ты молчишь-то? Обычно же ты вступление давал. Бедняга устал после боевой задачи. Мы наконец-то вернулись. Не совсем было понятно, это была шутка. Это была грустная шутка. Затянул задачу там на несколько суток. Мы вернулись, задачу выполнили. Все нормально, главное, без потерь. Ну вот эмоций нет на видео. Это от усталости, наверное. Но мы знаем, что не на курорт едем. Там не удается иногда поспать, да, поесть. А какое направление из работы было самым таким неожиданным? Ну, наверное, на позициях, когда противник достаточно близко. Там мы любезностями обменивались периодически. А насколько близко? Самый близкий, который из моих ребят, которые стояли, 400 метров. 400-600 метров. Я хотел сказать о том, что родные переживают близкие, опять же, по поводу связи. Но им приходится тяжелее все равно, потому что мы вооружены, мы хорошо подготовлены, нас много. А родным тяжеловато. То есть нет связи с ним 5, 6, 7 дней. Не понимает, что происходит. Да, конечно. А у кого спросить, что сделать? Им тяжелее всего. В личной беседе вы говорили, что СВО поменяло ваше мировоззрение. А в чем? Поменялось то, что система моральных ценностей, может, она осталась прежней. Какие-то свои вещи. Как фокус навели, что важно, а что не важно. В Башкортостане очень много мер региональной поддержки. Даже лично я пользуюсь. Вы пользуетесь ими? Да, мы пользовались, да. То есть ты занимаешься... У тебя голова этим не забита. Ты занимаешься задачей. У нас же такая бригада, очень много коллег из других регионов страны. От Дальнего Востока и до окраин. И они говорят, да, вам крупно повезло, потому что за вами смотрят, у вас там дополнительные выплаты. Был такой эпизод, что мы на ротации встретились с сибиряками ребятами из Сибирской области, и мы начали там друг другу общаться. И я спросил, говорю, а фамилия вот вашего губернатора какая? Он говорит, да я знаю, что ли. Ну, по-другому, конечно, он сказал. Он говорит, почему? Вот, если бы, ну, как вам, башкирам, выплаты делал, родителям санатории, дрова, говорит. Короче, я бы, говорит, портрет повесил, бы, говорит, еще ребят заставил бы там протирать каждый день. Вот так вот. А ведь фамилию и имя, отчество Радия Фаридовича Хабирова знают не только бойцы из Республики Башкортостан, но и из соседних регионов. Конечно, знают. В этом плане все организовано. Речь сейчас идет не сколько о гуманитарной помощи, которая тоже доходит по запросам. У нас налажена как бы система, и все приходит, и все хорошо. А какие задачи сейчас выполняет батальон имени Салавата Юлаева? Первый батальон сейчас находится на специальной боевой задаче. Они на позициях. И вот на тех позициях, которые непосредственно в близости от противника.
Вы поете, и это бывает за рулем, поете на нашем родном башкирском языке. Если вы сейчас покажете видео, наверное, какое-то в плане... Конечно. Я могу точно сказать, что это возвращались задачи. Давайте посмотрим. Давайте. Хорошо, что у вас есть время для лирического отступления, для перезагрузки физической и в том числе моральной. Вот да, вы не подумайте, что мы там сидим, песни снимаем друг друга. На такие серьезные вещи, что там не до съемок художественных и прочее. Мы все понимаем. Руслан, у вас на позициях есть классная мечеть. Называется Йондос. Ее построили так же, как бойцы строили, так же и помогла наша республика в целом построить. А еще строится часовня. Да. Вы сами были в этой мечети? Все верно. Строили ее с бойцами все вместе. Республика, разумеется, как бы в стороне там не осталась. И я могу сказать, что это... Почему знаковое место? Там бойцы, вот, которые сейчас находятся там на ротации, они приходят в мечеть там, на службу или просто... Она открыта всегда. Там нет ключей. Она открыта, приходят все. И что мне понравилось, что до сих пор вот такая традиция есть, что нет разделения по вере. То есть мы все вместе отмечаем православные праздники, мы все вместе отмечаем мусульманские праздники. Все вместе дружно. Как раз на кадрах есть ваша мечеть. Это, наверное, какой-то праздник был. Это был в Роза-Байрам. Мы собрались и провели службу. Это относительно безопасное место, поэтому смогли собраться. Готовили еду, пищу. У нас есть имам, у нас строится сейчас часовня, и у нас есть боец Гога. Он стрелок, а в миру он был настоятелем церкви. Священнослужитель. Священнослужитель, да, он официально, он в сане, да, и проводит службы. Допустим, Помогает это боевому духу? Конечно, помогает. До контракта «Боевое братство», я думаю, что это громкое выражение, такая вывеска. Это на самом деле так. И это работает следующим образом. Когда ты хочешь, чтобы твой брат, чтобы ему было хорошо, и он того же хочет, чтобы помогать тебе, и это также во время боевых действий каких-то. Все друг друга прикрывают. Это и в быту, и в миру, и в отпуске. Как у тебя дела? Чем мы можем помочь? И это такое ощущение, что тебя всегда вот закроют, прикроют, помогут, вытащат. Ты один никогда не останешься. С одной стороны, тебе помогает республика, с другой стороны, тебе помогают там твои братья. Ваш прадед погиб, защищая Донбасс в 1942 году. Связь поколений. Так точно, да. Прадедушка воевал, погиб он в Ростовской области, хутор Ржановский, если не ошибаюсь. Первый раз, когда мы закатились, там на позиции заехали, я так по карте посмотрел, думаю, у меня же здесь прадедушка умер, немножко, так, да, немножко смутило. Да, он воевал, и я надеюсь, что там ему за меня не стыдно будет. Как звали дедушку? Минлигале Ахмедьянов. Он воевал в 112-й башкав-дивизии. Так точно. Легендарная дивизия. Легендарная, да. Остались только фотокарточки. Шеймуратовская дивизия, наша родная. Все верно, да. Ваш дедушка герой, а скажите, откуда он? Учелинский район. Да, я вырос в Учелах, школу там закончил. Отец у меня в Учелах. Так что, родной край. Вот история, Юль. Прадед воевал на Донбассе, и спустя 83 года правнук воюет с этим нацизмом. Связь поколений, действительно. Все верно. Это сильно. Вы работали в администрации главы Башкортостана. А еще работали руководителем пресс-службы хоккейного клуба «Салават Юлаев». Скажите, вот сейчас Салават Юлаев одержал победу. Мы взяли бронзу в регулярном чемпионате КХЛ. Следите за новостями, радовались этой победе? На самом деле радовались болельщики среди нас, которые переживали за команду. И отличный результат, им только дальше успехов и успехов в новом сезоне. Один раз Салават Юлаев спас мне жизнь, потому что когда я участвовал в СВО, под Киевом как раз-таки у нас был тоже плей-офф с трактором. И в этот момент я залез на дерево, чтобы интернет был получше. И как раз разведчики диверсантов нас обходили. И вот я быстренько слез, и мы взяли их в плен. Меня прям Салават Юлаев спас. Ну, моя любовь к хоккею. Случайности не случайно, Такое, да, тоже говоря. бывает. А удается следить там на СВО за новостями из Республики Башкортостан?
Удается, но, опять же, проблемы со связью. То есть, когда ты на задаче, ты отрезан. А вы уже по восточному выезду проехались? Никак нет, вообще не Надо проехался. попробовать вам. Что-то говорят невероятное, но пока не первые несколько дней в отпуске. Я думаю, что мы до этого дойдем. Кстати, одна из мер социальной поддержки для ветеранов и их семей как раз-таки заключается в том, что бесплатный проезд для участников СВО по восточному выезду. Воспользуйтесь в этом отпуске. С удовольствием. Нет, мер поддержки очень много. И опять же, по поводу гуманитарного груза. Да, генераторы и прочее важны. Но также важны вот письма от школьников, какие-то поделки. Вы после отпуска возвращаетесь снова к ребятам на позиции? Так точно, да. Когда это будет? Обратно. Посмотрим. Сейчас отправили меня подлечиться немножко. Что скажут врачи. А есть у вас вот то самое заветное письмо, которое вот здесь вот у груди душу греет? Прямо Там. с собой нет, но есть письмо пятиклассницы из Салавата, которая просто пожелала нам здоровья, и чтобы все вернулись домой, к семьям, и она продолжила спокойно учиться. Чтобы это все стало вернулось хроникой. обычно, да, в мирное русло. И это письмо, да, с нами. Оно, конечно, затерлось уже, но ничего. Трогательно. Давайте пожелаем всем, чтобы это поскорее закончилось, и мы вернулись к привычной мирной жизни, а вся эта хроника осталась только на страницах учебников и где-то в кино. Даст Бог. Но мы победим. Большое спасибо, что пришли к нам в Вам студию. спасибо. Спасибо, Руслан. А мы напоминаем, что сегодня у нас в гостях был Руслан Ахмедьянов, старший стрелок-пулеметчик 1-го батальона имени Салавата Юлаева 116-й бригады Росгвардии. Увидимся через неделю. Победа будет за нами.